Этот земельный участок тянется на несколько десятков гектаров. Представительная комиссия приехала сюда с конкретной задачей. Предмет изучения – ограждение. Но кто именно установил этот забор, неясно, как и его правовой статус. Является ли законом использование земли или актом самовольного захвата. По получению данной информации, кто тут собственник или самозахват, мы, конечно, будем передавать материалы в правительственную комиссию, земельную комиссию для выяснения. То, что мы сейчас не можем конкретно сказать, есть ли тут собственник или нет, но со слов тут министра сельского хозяйства пока собственника тут не определен. Мы думаем, что это самозахват. А тут очень много таких участков, да, где мы будем сейчас смотреть, выявлять и принимать соответствующие меры. Обращение о предполагаемом самозахвате поступило в частности от жителей села. Местные власти напоминают, каждый участок земли, будь то частная собственность, муниципальная или государственная территория, должен использоваться строго в соответствии с законодательством. Самовольный захват земли – это серьезное нарушение, которое не только подрывает принципы законности, но и приводит к хаотичным застройкам. Нельзя допустить, чтобы чьи-то личные интересы шли вразрез с интересами всего поселения. Будем сейчас работать над тем, чтобы все земли, которые здесь расположены и прилегают и к этому участку, будем определять их для общественного пастбища, именно для сельского поселения Троицких, чтобы зафиксировать этот момент, и чтобы никто не мог здесь осуществлять какую-либо деятельность. И этот участком, чтобы пользовалось все село как общественное пастбище, чтобы они могли здесь пасти свой скот и развивать свои личные хозяйства. Комиссия проведет замеры и проверит все доступные документы, разрешения на строительство, правоустанавливающие документы на землю, если таковые есть у потенциального владельца. Если будет установлено, что ограждение возведено без соответствующих разрешений или находится на муниципальной или государственной земле, владельцу выдадут предписание о демонтаже самовольной постройки с указанием сроков. Но не исключено, что он мог это сделать законно. В сельской местности нередко встречаются ситуации, когда границы участков формировались десятилетиями, передавались из поколения в поколение, без четкого юридического оформления или при наличии устаревших документов. Учитывая малоземельность нашей республики и то, что не хватает земли, и надо развивать сельское хозяйство, подсобное хозяйство, личное подсобное хозяйство, заниматься крупным рогатым скотом, мелким рогатым скотом, и проверяем состояние этих земель, чьи они ведения. Поэтому выводы пока делать рано, но, как говорит глава республики, у людей есть, имеются документы, и им надо помогать в налоговой сфере и других, подсказывать им, как правильно. Именно поэтому власти часто сталкиваются не только с юридической, но и с человеческой стороной вопроса. Их задача не просто вынести вердикт, но и по возможности разобраться в мотивах, учесть все обстоятельства и найти максимально справедливое и понятное для всех решение, которое при этом строго соответствовало бы букве закона. Мадина Цора, Акрамат Десхоев, Магаз, 24.